Перейдем к разбору ситуации, когда выполнение обгона опасно или запрещено. Начнем с разметки. Мало кому в голову придет, что пересекать сплошную линию можно безнаказанно. А уж тем более двойную сплошную. Но даже если линия посреди дороги прерывистая, необходимо обратить внимание на наличие знака 3.20 «Обгон запрещен». В зоне действия этого знака разрешено обгонять двухколесные мотоциклы, гужевые повозки, мопеды и тихоходные транспортные средства, которые по техническим характеристикам не могут развивать скорость свыше 30 км в час. Но не через сплошную линию разметки, разумеется. Обгон также запрещен почти на всех перекрестках. Например, регулируемых, то есть таких, на которых работает светофор. В данном случае водитель красного автомобиля не может обогнать учебный, не выезжая на полосу встречного движения. А значит, данный маневр запрещен. Другая ситуация. Дорога имеет по две полосы в каждом направлении. Красный автомобиль может объехать учебный прямо на перекрестке, без выезда на полосу встречного движения. В этом случае маневр будет являться опережением. Это не запрещено ПДД. Обгон также запрещен на нерегулируемых перекрестках, когда транспортное средство движется не по главной дороге. В данном случае водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку равнозначных дорог. В случае обгона он нарушит правила дорожного движения, так как движется не по главной дороге. Зато обгон по главной дороге на нерегулируемом перекрестке не запрещен, но довольно опасен. Правила дорожного движения не разрешают обгон на пешеходном переходе. Обгон запрещен на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, поэтому в данном случае водитель красного автомобиля нарушает правила. Не допускается обгонять на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними. Красный автомобиль снова не соблюдает ПДД. Обгон запрещен на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. Тем не менее, водитель учебного автомобиля может обогнать груженный грузовик на подъеме, если видимость позволяет. Однако при подходе к вершине подъема обгонять нельзя, иначе лобового столкновения не избежать. И тут уже выживет крупнейший. Так как маневр делается без выезда на встречную полосу, он разрешен. При наличии сплошной линии разметки ничего не меняется. Опережение либо обгон разрешен. При отсутствии разметки и недостаточной ширины дороги лучше не рисковать, воздержаться от объезда либо обгона, подождать, когда действие знака прекратится. Для начала рассмотрим обгон велосипедов, гужевых повозок, мопедов и мотоциклов без коляски при отсутствии или наличии прерывистой линии разметки. В этом случае обгон разрешен. Знак 3.20 запрещает обгон, то есть выезд на встречку, при объезде или опережении. Разметка 1.1 запрещает любой выезд на встречную полосу. В данном случае противоречия знака 3.20 и разметки 1.1 нет. Они лишь дополняют друг друга. Даже если это велосипедист, вы вынуждены будете ехать за ним до тех пор, пока не кончится сплошная линия разметки. 1.1 и знак 4.2.2. Налицо конфликт знака и разметки, то есть в этом случае приоритет у знака. То правила обгона нужно соблюдать строго.
Таких мест много, но в большинстве случаев они обозначены сплошной линией разметки или знаком «Обгон запрещен», поэтому можно ориентироваться по ним. На этой записи дорога поворачивает направо, поэтому при обгоне встречная полоса не просматривается. На дорогу нанесли сплошную. Но водитель Дэо забил на это и не увидел фуру, которая появилась из-за поворота. 45-летний водитель и его 47-летний пассажир погибли на месте. А на этом видео водитель движется на подъем. Встречную полосу не видно за пригорком, поэтому обгон здесь запрещен. Но встречная машина нарушила это правило и чуть не столкнулась с автором видео. Если из-за дождя или тумана плохо видно дорогу, выезжать на встречку нельзя. Такой маневр называется опережение и обгоном не считается. Зеленая машина просто перестраивается в соседний ряд своего направления и опережает синюю машину. Выезда на встречную полосу тут нет, поэтому за такой маневр не могут лишить прав, даже если в этом месте есть знак «Обгон запрещен». А вот это обгон. Узкая дорога, в каждую сторону по одной полосе, и чтобы обогнать фуру, легковой машине придется выехать на встречку. С этими понятиями можно запутаться, но главное запомнить, что за такой маневр без выезда на встречку не могут лишить прав. А путают эти понятия, потому что раньше они оба назывались обгоном. Разделение появилось только в 2010 году. В том же году из правил убрали запрет на обгон справа. Теперь такой маневр разрешен и называется опережение справа. Хотя бы чуть-чуть заехали за сплошную и вас поймали – лишение. Начали обгон на прерывистой, но закончили на сплошной – лишение. Вынудили встречную машину тормозить или уворачиваться – тоже лишение. Иногда угроза исходит не от встречной машины, а от попутной. Ух ты, бля! Если одновременно разрешен и обгон, и поворот налево, то возникает ловушка. Обгоняющий не ожидает, что попутная машина повернет, а попутная машина, что ее обгонит. Перед тем, как повернуть налево, нужно посмотреть в левое зеркало. Если вас обгоняет другая машина, нужно ее пропустить и только потом поворачивать. По этой же логике нужно смотреть в зеркало и при обгоне, иначе можно подрезать машину сзади. Папа! Ой, блин, папа! Аварию можно легко избежать, если посмотреть назад перед поворотом. Куда полетел, блядь? Из-за этой привычки он забывает посмотреть назад, когда это действительно необходимо. Например, на этом видео, где встречная полоса хорошо просматривается и есть соблазн выехать на встречку, несмотря на сплошную. Твою мать! Похожая проблема возникает при выезде с прилегающей территории. На этой записи водителю с регистратором нужно выехать направо. Он подъезжает к дороге, проверяет, что слева нет машины, выезжает. Обычно этого достаточно, но водитель не учел, что в этом месте разрешен обгон. Поэтому в местах, где разрешен обгон, выезжающий должен смотреть в обе стороны. И как автор этого видео, который пошел на обгон через сплошную. Ты не делаешь! Чтобы все было по правилам, перед обгоном нужно много всего проверить. Первым делом водитель должен посмотреть, разрешен ли тут обгон. Сплошной, знака или какого-то другого запрещающего признака нет. Значит, обгон разрешен. Теперь он проверяет встречную полосу. На ней никого нет, значит, опасности для встречных машин он не создаст. Но это еще не все. Теперь нужно посмотреть в левое зеркало и проверить, что его самого никто не обгоняет, а также, что у машин спереди не включен поворотник. Если поворотник включен, значит машина собирается повернуть налево или пойти на обгон. Обгонять ее самому в этот момент опасно, поэтому правила запрещают это делать. Но в ситуации на видео поворотников нет и самого автора никто не обгоняет, поэтому он начинает свой маневр. Жестко, братан. Водитель с регистратором сделал все по правилам, а в аварии виновата «Газель». В этом месте можно поворачивать налево, но «Газель» должна была заранее включить поворотник и убедиться, что ее не обгоняют. А вот если бы поворотник был включен заранее, то виноват бы был уже водитель с регистратором.
Правила запрещают идти на обгон вслед за другими машинами. Они загораживают встречную полосу, и вы можете заметить опасность слишком поздно. На этом видео водитель Лады пошел на обгон вслед за белой Kia. Тут и так нельзя обгонять, потому что встречку не видно за пригорком, так теперь еще Kia полностью загородила обзор. Водитель Лады не увидел Land Cruiser и столкнулся с ним в лоб. Нельзя обгонять паровозиком. Во-первых, это опасно, а во-вторых, как и за другие нарушения при выезде на встречку, за это лишают прав. Поэтому, если машина впереди пошла на обгон, нужно подождать, пока она закончит, и только после этого обгонять самому. Правилам нужно тормозить в своей полосе до полной остановки. Конечно, иногда разумнее повернуть руль и попробовать увернуться. Но этим вы можете создать себе проблемы. Если касания с виновником не будет, а вы улетите в отбойник или спровоцируете другую аварию, отвечайте. Выезжать на встречку можно только там, где это разрешено. И только если нет встречных машин. Перед поворотом налево нужно заранее включить поворотник и смотреть в левое зеркало. Нельзя обгонять, если машина впереди включила левый поворотник. Также не нужно идти на обгон, если машины впереди замедляются. Наверняка они делают это не просто так. А лучше вообще никого не обгонять. Особенно если движение плотное. Вы обгоните одну фуру и сразу же встанете за другой. Выигрыш времени минимальный, поэтому нет смысла рисковать. Ё-моё! Ужас!